Всем ассаламу алейкум, дорогие друзья! Если вы еще впервые на нашем канале, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Точное число жертв и раненых в результате взрыва в аэропорту Кабула пока неизвестно. В Афганистане на территории столичного аэропорта произошла серия взрывов. Вероятнее всего, первый из них осуществил террорист-смертник, второй взрыв в Кабуле мог быть осуществлен при помощи начиненного взрывчаткой автомобиля. Данные по жертвам предварительные, сообщается о 70 пострадавших и 13 погибших. Среди раненых есть иностранные военные и талибы. Военные США пострадали при взрыве в аэропорту Кабула. Судя по распространяемым жителями Кабула видео, погибших и раненых гораздо больше. Также афганские СМИ сообщают, что среди пострадавших есть дети. Второй взрыв прогремел в аэропорту Кабула. Взрыв произошел в районе гостиницы Берн напротив одного из КПП аэропорта Кабула, где ранее размещались британские военные. По предварительной информации, в толпе себя подорвал террорист-смертник. Минобороны Турции: в районе аэропорта Кабула произошли два взрыва. Министерство обороны Турции заявило, что вторая бомба взорвалась недалеко от аэропорта Кабула. Согласно репортажу телеканала Fox, инцидент произошел в отеле недалеко от аэропорта, где собрались американцы. Первый взрыв произошел около часа назад. Террорист-смертник взорвал себя. В результате первого взрыва не менее 13 человек погибли и около 70 получили ранения. Среди раненых были дети, военные США и талибы. Источник сообщил РИА Новости, что 10 тел погибших и более 15 раненых доставлены в больницу. Напомним, что талибы «Звездочка» атаковали крупные города в первой декаде августа. Они прибыли в столицу 15 августа, взяли под контроль президентский дворец и 16 августа объявили, что война в Афганистане окончена и форма правления будет определена в ближайшее время. Единственная неподконтрольная провинция, Пандшер, остается к северо-востоку от Кабула, одна из самых маленьких по площади и населению. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну для предотвращения массового убийства. Все пункты пересечения границы Афганистана находятся под контролем талибов. Передача иностранного персонала и афганцев, работающих в иностранных миссиях, происходит через единственный аэропорт Кабула, который контролируется силами США и других сил НАТО. Ранее сообщалось, что Афганистаном будет управлять совет из 12 членов, с 7 кандидатами в настоящее время согласованы. В состав делегации также входят бывший президент Хамид Карзай, министр иностранных дел Ханиф Атмар и глава Совета национального примирения Абдулла. Абдул Гани Барадар, Мулла Якуб, Халил Рахман Хакани и Гульбедин Хикматияр, лидер Исламской партии Афганистана, в Афганистане также были названы членами. «Звездочка» — террористическая организация, деятельность которой запрещена в России, Таджикистане и других странах. Нас отбросило в реку взрывом. Мы выкарабкались и увидели, что было очень много раненых. Люди лежали везде, внутренности были разбросаны по асфальту. Все начали убегать, и мы выбрались оттуда. А потом несли раненых. Моя одежда вся в крови. Было время вечерней молитвы, а потом прогремел взрыв. Я видел примерно 70 машин, которые везли раненых.